Жуткое событие, которое поставило на уши все правительство Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Афганские СМИ сообщили о ракетном обстреле территории Таджикистана. Власти Таджикистана долго не подтверждали и не опровергали информацию. Агентство сообщило вечером 7 мая о том, что ракета была выпущена из района Ходжагар, провинции Тахор. По данным издания, ситуация до сих пор окончательно не стабилизировалась. Другие СМИ со ссылкой на это же агентство и местные источники сообщили, что по Таджикистану было выпущено от 2 до 7 ракет. Источники, близкие к таджикским правоохранительным органам, сообщали, что никаких обстрелов по территории Таджикистана с определенной стороны не было, но афганские СМИ сообщали, что автомашина марки Toyota, из которой произведен обстрел таджикской стороны, сгорела в результате ответного огня таджикских пограничников, но нападавшие не пострадали. В афганском сегменте соцсетей опубликованы фотографии, авторы которых утверждают, что на них запечатлено место ракетного удара по территории Таджикистана. Подтвердить их достоверность не предоставлялось на тот момент возможным. Также сообщалось о нападениях со стороны Афганистана на туркменских пограничников, а в апреле об обстреле узбекского Термеза. В последнем случае группировка ИГИЛ заявила в видео, что нападение организовали они. Правительство Талибан и официальные лица Узбекистана опровергли сообщение о нападении. Сообщения о ракетном обстреле военных объектов в Термезе с территории Афганистана являются ложными, заявила Минобороны Узбекистана. А как вы относитесь к тому, что соседние с Афганистаном страны находятся в постоянной опасности? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пограничные войска ГКНБ Таджикистана все же заявили, что в результате боестолкновений между силами Талибан и вооруженной группой членов международной террористической организации «Исламское государство», произошедшего на участке Ходжагор провинции Тахор Афганистана 7 мая, пули случайно попали на территорию Таджикистана. Национальное информагентство Хавар со ссылкой на погранвойска ГКНБ Республики Таджикистан сообщило 8 мая, что столкновения продолжались 1,5 часа в районе Ходжагор, напротив пограничной заставы номер 12 в Пянджском районе Таджикистана. Эти участки расположены вблизи государственной границы Республики Таджикистан, и вышеуказанные пули случайно попали на территорию нашей страны. Человеческих жертв и материального ущерба не зарегистрировано, отмечается в сообщении. При этом не уточняется, сколько было произведено выстрелов, и непонятно, что означает выражение «вышеуказанные пули», в то время как афганские СМИ сообщают о ракетном обстреле территории Таджикистана с афганской стороны. Ранее 7 мая боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за ракетный удар по территории Таджикистана. Группа «Сайт», которая занимается отслеживанием и сбором информации и заявлений экстремистских и террористических группировок, 7 мая опубликовала краткое заявление Хорасанского отделения ИГИЛ, в котором утверждается, что ракетный удар был нанесен этой группировкой. ГКНБ сообщили в своем заявлении, что в настоящее время соответствующими структурами Талибан принимаются конкретные меры по выявлению и обезвреживанию террористических группировок в районе Ходжагор провинции Тахор. Ситуация на таджикско-афганской границе оценивается стабильной и находится под контролем таджикских пограничников, подчеркивается в сообщении. Хорасанское отделение террористической группировки ИГИЛ несколько лет враждует с Талибан. Боевики этой ветви разместились в некоторых районах вдоль афганской границы. Группировка взяла на себя ответственность за несколько недавних взрывов в Афганистане. В апреле боевики этой группировки взорвали мечеть в Мазари-Шарифе, в результате чего было убито 12 верующих шиитов и ранено 58 человек. А как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что никто не может сказать конкретных фактов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, потому что они просто не сходятся между собой. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.